В эфире программа «Актуальное интервью». По уточненному прогнозу гидрологов, на территории Якутии ледоход на реке Лени ожидается уже к концу этого месяца. О том, насколько регион готов к паводку, сколько завезено грузов в зимний период и сколько планируется завезти в предстоящую навигацию. Об этом мы спросим у председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрия Лепчикова. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Как повлияла сегодняшняя эпидситуация на перевозки грузов и подготовку к началу навигации? Сегодня можно с уверенностью сказать, что эпидемиологическая ситуация по перевозке именно в зимний период, она не особо повлияла, учитывая то, что первые вспышки были у нас зафиксированы во второй половине мая. В этот период мы уже больше половины жизнеобеспечивающих грузов, особенно по Арктике, мы уже практически завезли. Но прогнозируя то, что как повлияет на подготовку, как влияет в настоящее время на подготовку к навигации, да, оно-то, конечно, вносит на сегодняшний день сложности. И почему? Потому что часть работников судоходных компаний, они у нас приезжают из других городов Российской Федерации, и по приезду в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по приезду они должны провести мероприятия по самоизоляции. Но считаем о том, что несмотря на эти внешние факторы, мы подготовимся к предстоящей навигации. Сейчас подходят к завершению зимние перевозки автомобильным транспортом жизнеобеспечивающих грузов. Какие результаты на этот период? Действительно, в эти дни мы уже полностью завершаем этап зимних перевозок. Специфика нашей огромной и, учитывая сложную транспортную схему республики, мы можем доставить груза только в зимний период. И на сегодняшний день все плановые объемы, они составляют более 771 тысячи тонн, мы фактически довезли до пунктов назначения, до населенных пунктов более 773 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов. То есть мы все запланированные объемы жизнеобеспечения мы довезли. Теперь предстоит навигация. Какова готовность судоходных компаний и какой объем перевозки запланирован в эту навигацию? На сегодняшний день идет активная фаза подготовки всего флота. В эти дни приезжают и плавкоманды, которые должны выезжать. Например, это компании Якутского, Янского речного пароходства, это команды Колымской судоходной компании, и плавсостав Ленского объединенного речного пароходства. В период навигации мы перевозим где-то порядка 3 миллионов тонн, в том числе из них более 1 миллиона 200 тысяч это у нас составляет только жизнеобеспечивающие груза. Теперь хотелось бы узнать о том, что нам предстоит в ближайшие несколько недель. Каков прогноз прохождения паводка в этом году и какие районы могут больше всего пострадать в период весеннего половодья? В верховьях Лены уже
ледоход, он уже это начался, и ледоход проходит по Иркутской области. Наши коллеги из Якутского управления гидрометслужбы подчеркивают, что ледоход на их участках начался на 10-12 дней раньше. И наши коллеги из Якутского управления гидрометслужбы тоже констатируют, что на 2-7 суток у нас ледоход начнется на территории республики на 2-7 суток ранних многолетних сроков. В первую очередь, в первой декаде мая мы ожидаем на реке Лена, Алдан, Амга. Во второй декаде мая мы ожидаем это в среднем течении реки Лена, а также на всем протяжении реки Алдан и река Амга. В конце мая ожидается вскрытие рек, это уже по реке Лена в нижнем-то течении, где-то в районе Жиганского района и ниже, а также по рекам Анабар, Оленек, Яна, Индигирка, а также Токолыма. Если говорить, какие населенные пункты, то есть в перечне перечень населенных пунктов, в который, возможно, могут попасть в зону затопления. Это 133 населенных пункта в 24 муниципальных районах. Дмитрий Николаевич, сейчас век новых технологий, цифровой экономики. Совершенствуются ли методы мониторинга, прогноза или предотвращения ЧС? Вспоминая, кстати, прошлый пожароопасный сезон, федеральные власти были намерены усилить работу в направлении космического мониторинга и разведки дронами. На каком этапе внедрения подобной разработки сегодня? Вообще мы на территории республики и силами Якутской территориальной подсистемы РСЧС мониторинг гидрологической обстановки планируется провести из 177 гидропостов. На сегодняшний день, можно сказать, уже сформированы оперативные группы спланированы у нас совместно с Главным управлением МЧС по республике Саха-Якутия. Это по рекам, есть оперативные группы, те, которые будут работать по ходу прохождения ледохода на реке Лена, Амга, Алдан. Отдельно сформированы оперативные группы по реке Вилюй, а также на северных реках по реке Колыма. Учитывая то, что особое внимание мы уделяем Токолымской группе районов с учетом прогнозов в верховьях реки Колыма из-за того, что были значительные снегозапасы, и сегодня на реке Колыма будут работать две оперативные группы с размещением на территориях Верхнеколымского и Среднеколымского районов. Совсем недавно, в начале апреля, в средствах массовой информации мы докладывали, что к нам в республику прибыл мобильный комплекс спутникового мониторинга. Это разработка Роскосмоса. Оно будет работать в соответствии с соглашениями между Роскосмосом, МЧС России и правительством Республики Саха-Якутия. Данный комплекс, он должен нам помочь в части получения оперативной
оперативной информации, а именно в части доведения оперативной космической съемки. Также данный комплекс, он хорош тем, что его мы после прохождения паводка тоже дальше, он тоже будет использоваться в период лесных пожаров в летний период. Кстати говоря, в СМИ звучала информация о том, что во время паводка будет задействована группировка в 16 тысяч человек. Насколько достоверна такая информация? Якутская вообще общероссийская система предупреждения ликвидации ЧС – это многоуровневая система. Это уровень и федеральных, региональных, муниципальных, ну а также объектовых. Более 16 тысяч человек в якутской территориальной подсистеме, оно объединяет группировку на региональном уровне, это и органы исполнительной власти республики, также государственные учреждения и муниципального, и регионального уровня, ну а также объединяет те предприятия, те, которые выполняют функции жизнеобеспечения. Это как и ГУП ЖКХ, это как и предприятия энергетики. Кроме того, если брать технику, то здесь будет спланирована отдельная группировка, будет работать и авиация МЧС России. Дмитрий Николаевич, что вы можете посоветовать жителям, как снизить риски и лучше всего подготовиться, учитывая текущую эпидобстановку? Ну, на сегодняшний день на электронных сайтах органов исполнительной власти, на сайтах Роспотребнадзора есть рекомендации для населения, как именно вести себя в период данной эпидемиологической ситуации. Мы, в свою очередь, выпустили брошюры для местного населения, также на нашем сайте, на сайте нашего комитета есть рекомендации, как нужно вести себя для обезопасить в период прохождения весеннего паводка. Но лично я бы порекомендовал населению это заранее подготовить документы, заранее запастись продуктами питания, теплой водой, теплой одеждой. В период прохождения этого ледохода бывают и низкие температуры. Также еще раз проверить средства связи, ну и постоянно следить за той информацией, которая поступает от Центра управления кризисных ситуаций по Республике Саха-Якутия. Ну, в свою очередь, мы особо по поручению главы республики сегодня ведется подготовка пунктов временного размещения с учетом эпидобстановки. Также рекомендую населению запастись дополнительно масками, средствами индивидуальной защиты, а также антисептическими средствами для обработки рук. Дмитрий Николаевич, спасибо за уделенное время и удачи вам. Спасибо вам. О грядущей навигации в весеннем половодье и в целом о подготовке к ЧС в Якутии мы говорили с председателем Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрием Лепчиковым. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.